Накануне празднования 26-летия независимости Азербайджана президент республики Ильхам Алиев дал большое программное или портретное, еще его называют, интервью главе агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Рассказывая об успехах народного хозяйства и государственного строительства, Алиев поделился со своими собеседниками соображениями о том, что есть некие силы, которые занимаются тайным финансированием и политические партии под видом неправительственных организаций. Президент, кстати, упомянул попытки, это цитата была, да, упомянул попытки президента дестабилизации, вмешательства во внутренние дела и так далее. Вот такие вот термины он использовал, немножко относящиеся нас к временам Советского Союза. У нас в студии соучредитель гражданского движения «Республиканская альтернатива» РЕАЛ Эркин Гадерли. Добрый день. Вы смотрели это интервью? Видели? Да, не смотрел, но читал. И что вам показалось в нем особенно примечательным? Ну, к сожалению, мысли, которые наш президент высказывает, он повторяет уже очень давно. Из года в год, раз в год примерно и местно, значит, основная нить в том, что мы не собираемся далее интегрироваться в какие-то иные международные структуры, но имеется в виду Евросоюз прежде всего. И он часто повторяет фразу, что мы уже интегрировались туда, куда надо. С другой стороны, он очень двусмысленно, правда, но тем не менее заявляет, что и министр иностранных дел наш тоже говорил, что никогда не говорите никогда, мол, может быть, мы еще подумаем, вступать ли в Евразес. Хотя, конечно, я не думаю, что они серьезно рассматривают эту альтернативу. А вот с Евросоюзом они очень серьезно, значит, когда пошел процесс, значит, Евромайдана в Украине, стоял на вопрос подписания ассоциативного соглашения. Грузия, Украина, Молдова, Азербайджан. Значит, наш президент, наше правительство отказалось подписывать это соглашение, ссылаясь на то, что оно предпочитает двусторонние отношения со странами Евросоюза, или же, как альтернатива, особое соглашение между Евросоюзом и Азербайджаном. Какая его судьба? Пока значит, идут переговоры. Значит, несколько раз это соглашение откладывалось. Самое главное, что наше правительство не устраивает пункты по поводу гражданского общества, прав человека, демократии. Кстати, они настаивают на том, что главный упор должен был составляться на энергетическое сотрудничество и безопасность. Вот смотрите, вы в одном из своих интервью сказали, что Алиев использует кнут и пряник в своей политике, а именно деньги и полицию. Но это же лучше, чем просто полицию. То есть с деньгами все в порядке. Конечно. Собственно говоря, власть в Азербайджане она не совсем типичная, хотя ее часто называют диктатурой для более простого обозначения. Но она все-таки очень интересным образом использует социальные связи в Азербайджане и закрывает глаз на очень многие коррумпированные схемы, хотя сама, конечно же, эти схемы создает. И нефтяные деньги, которые в страну поступали, она, конечно же, различным вот этим образом через эти коррупционные связи, госстроительство и другие прочие правительственные проекты, значит, распространяла по стране, чем давала возможность очень многим людям как-то зарабатывать. То есть Алиев, он не все под себя, а, что называется, подгребает финансовые потоки, дает стране развиваться. Ну вот смысле, есть такой термин benevolent dictatorship, да, вот как бы так, щедрая диктатура. Это не совсем правда про Азербайджан, но какие-то элементы можно усмотреть. То есть они, разумеется, очень много тратят на строительство, на дорожную инфраструктуру. Это дает, значит, дает возможность нанимать рабочую силу. Дают развиваться малому и среднему бизнесу. Не совсем так. Малому и среднему бизнесу они все-таки, возможно, не очень-то и дают развиваться. По крайней мере, Просто если бы вот этот пункт еще добавить в ваш рассказ про строительство дорог, то по большому счету, кто президент, уже не важно. Ну, в каком смысле? Ну, в том смысле, что бизнес существует, развивается, никто бы ему не мешал. Подконтрольные правительства. Деньги дают на... Не, давайте так. Да? Во-первых, тот бизнес, который существует, он существует очень сильно под контролем правительством и различным олигархическим группам. А говоря об олигархических группах, я хочу особо отметить, что у нас нетипичная олигархия. Да? У нас вне правительственных структур больших денег нет. У нас олигархия — это те же министры. И поэтому вся бизнес-деятельность, она своеобразным образом монополизирована вот этими самыми группами. Даже различные, начиная с сельского хозяйства, импортно-экспортные операции. То есть для того, чтобы заняться каким-нибудь значимым бизнесом, нужно, во-первых, быть лояльным властям,
Во-вторых, значит, вступить в вот эту вот клиенталистскую сеть и быть под крылом соответствующей структуры. Иначе, и, разумеется, конечно же, держаться подальше от гражданского общества, оппозиции. Иначе, как Ильгар Мамедов. Простите? Иначе... ну да, да. Давайте напомним о его судьбе. Правда, Почему его не отпустили на свободу? Это лидер вашего движения. Да. Многих отпустили. Момент в какой-то, когда накануне игр, когда начинался диалог с Евросоюзом, и для внешнего, в общем-то, какого-то вот, чтобы показать, что не такая уж и диктатура, а, в общем, даже очень демократия, отпустили Хадиджу Исмаилову, не отпустили, например, Ильгара Мамедова. Почему из тюрьмы? С Ильгаром Мамедовым очень специфический случай, потому что он, во-первых, политик, глава политической организации и потенциальный кандидат в президенты. И об этом нам даже открыто говорят международные структуры, которые занимаются его делом. Потому что отпускать других политзаключенных сравнительно легче, потому что они журналисты. Так, подождите, человек, который сидит в тюрьме, набирает больше рейтинг, чем человек, который на свободе. Тогда в чем смысл? Вот это хороший вопрос. Но смысл в том, что я думаю, они сначала, когда его арестовали, думали, что наша организация, Республиканская альтернатива, она прям там же как бы и распадется. Потому что нас было еще очень мало, когда его арестовали. Что наше правление распадется. Видимо, расчет был на это. Но произошло совершенно наоборот. Да? Мы не только не разбежались, но наоборот даже стали расти. И членство наше выросло заметно, и по стране наши региональные, значит, отделы стали развиваться. Мы сейчас готовимся к съезду, партию создаем. Ну, то есть вы занимаетесь политической борьбой? Да, мы не МПО. Да, мы и не МПО. Мы были созданы как политическое движение. И сейчас это движение трансформируем в партию. Есть ли какая-то другая альтернатива политическим движениям, не знаю, экстремистские движения? Вот почему я спрашиваю. Потому что вот недавно прошел референдум, да? Ильхам Алиев получил право оставаться президентом не 5 лет, а 7 лет. Ну, многие поговаривают о том, что его сын уже следующим станет третьим Алиевым, который управляет Азербайджаном без перерыва. То есть просто появится в прямом смысле династия. И при этом многие говорят, те же люди, которые это утверждают, что альтернатива одна: или президент Алиев, или исламисты, и все будет ужасно. Это так, как вам кажется? Значит, откуда экстремистов они возьмутся? Это рассказ, который само правительство очень часто использует, чтобы запугивать Запад. Они позволяют религиозным группам собираться, проводить какие-то конференции в пятизвездочных отелях. Мечети, разумеется, действуют, уличные шествия, ну, по крайней мере, до недавнего времени. А с светской оппозицией такого они в себе не позволяют. То есть светскую оппозицию они душат, на телевидении не пускают, а на телевидении есть религиозные передачи. Религиозные группы имеют свои организации, свои финансовые сети, они проводят свои мероприятия, и им это позволяется. Чтобы показать Западу, что вот видите, единственная альтернатива, которая в Азербайджане есть, это на самом деле религиозная альтернатива. На самом деле это не так. Ислам, конечно же... На самом деле это не так, но чтобы победить на выборах, нужно обеспечить себе хотя бы в будущем гарантии, что они будут честные, а кто может вам ее гарантировать? Ну, таких гарантий, разумеется, нет. Да, за это надо еще побороться. Потом, кроме этого, различные, значит, исторические шансы могут возникнуть, структура политических возможностей изменится, скорее всего, из-за того, что сильный, значит, упадок в экономике, и международная конъюнктура тоже меняется. Так что загадывать не будем, может быть всякое. Да? Я не пессимист в этом отношении. Спасибо, будем следить за этим, и спасибо за то, что рассказали мне об этом. Служитель гражданского движения «Республиканская альтернатива» Эркин Гаджигалиев в студии «Настоящего времени». Спасибо. Спасибо.